Здравствуйте, это Якутия-24 в прямом эфире, программа «Итоги дня», в студии Влад Давыдов. Сегодня в программе. ВЭФ-2021 делегация Якутии во главе с Айсеном Николаевым работает в крупном форуме в Владивостоке. Какие соглашения и договоренности подписаны? Ремонт дорог, сколько улиц асфальтированы, сколько еще предстоит в Якутске по нацпроекту. Борьба с коронавирусом, как идет вакцинация населения, данные из крупных городов республики. Большие планы и проекты. Мирнинский театр готовится к новому сезону. Что готовят для зрителей? На главной площадке Восточного экономического форума сегодня завершился первый день работы. Участники посетили ряд мероприятий, начиная от творческих площадок, заканчивая деловыми встречами. Делегация Якутии во главе с Айсеном Николаевым сегодня провела ряд встреч с иностранными делегациями. Подписано несколько соглашений с крупными предприятиями о взаимодействии, о сотрудничестве. Провели встречи с руководством федеральных министерств и ведомств. Первый день форума завершился участием губернаторов субъектов Дальнего Востока с главой государства Владимиром Путиным на совещании по вопросам социально-экономического развития макрорегиона. Были обсуждены главные вопросы форума по развитию здравоохранения, Арктики, цифровой экономики и поддержки жителей Дальнего Востока. Насыщенная очень различными мероприятиями работа проведена, заключены соглашения важное соглашение с Росгидро, консолидация энергоактивов и запущена первая гибридная установка Табалах в Верхоянском Лусе. Это тоже важный факт. Были проведены встречи с министром энергетики Российской Федерации Шульгинова с главой Республики Саха-Якутия. Глава республики также встретился с такими важными для нас федеральными руководителями. Это Минпромторг Мантуров, на котором также были обсуждены вопросы, связанные с провозной возможностью железных дорог для вывоза угольной продукции с Южной Якутии. И примерно те же вопросы также были обсуждены с главой РЖД Белозеровым. Министерство промышленности и торговли страны поможет и Якутии в реализации социально значимых проектов. Такое решение было принято в ходе встречи главы республики Айсена Николаева с министром промышленности и торговли страны Денисом Мантуровым. Будет оказана поддержка в строительстве Жатайской судоверфи, которая по плану должна производить до 10 судов в год. Помимо этого, министерство поможет с закупкой техники на газобаллонном оборудовании по субсидированным ценам. Напомним, по инициативе Айсена Николаева к столетию республики в эксплуатацию будет введено 100 автобусов на газе. Также республика получит поддержку в приобретении оборудования, производящего кислород для больных ковидом людей, получающих лечение в реанимациях. У нас есть предприниматели, которые готовы приобретать оборудование, и их надо поддержать. Министр поддержку обещал по этому направлению, и мы сейчас буквально со следующей недели начнем работать и решать эти проблемы. И не могу не отметить, обсуждалась задача создания фонда развития промышленности. Этого давно ждут наши предприятия, это лесозаготовка, это наши ювелиры, то есть те, кто занимается именно переработкой, кому нужны средства на приобретение нового современного оборудования, поддержать при операционной деятельности, при экспортных контрактах. Здесь глава республики обещал оказать всеобъемлющее содействие, чтобы такой фонд на территории республики был. Поэтому Якутия вперед! Также Якутия подписала соглашение с авиакомпанией «Аврора». Цели и задача – обеспечить транспортную доступность и удобство для пассажиров. Концепция нацелена на оптимизацию и удешевление перелетов для жителей Дальнего Востока. У нас основная цель вообще сейчас этого проекта – это обеспечить более удобную, более дешевую и более скоординированную транспортную политику по авиаперевозкам на Дальнем Востоке. Ведь не секрет, что наших жителей вопрос субсидированных билетов, рейсов, в общем, дешевизна и комфорт
своего передвижения волнуют, ну, наверное, в пятерку вопросов точно входят, наряду с проблемами жилья, дорог, ЖКХ. И поэтому вот эта конструкция, которая сегодня уже оформлена в виде соглашения, она позволит сделать такую вот комфортную систему для наших жителей, чтобы им было удобно и дешево передвигаться. Переходим к другим новостям. За последние сутки в республике выявили 146 новых случаев заболевания коронавирусом. Из них в Якутске 84, в Мирнинском 9, в Чурапчинском 8, в Нерынгринском 6, в Вилюйском 5, в Ленском и Мегнакангаласском районах по 4 случая. Данные вы видите на своих экранах. Эпидобстановка в Нерынгринском районе по-прежнему напряженная. В среднем регистрируют еженедельно заболеваемость порядка 100-120 человек. Специалисты говорят, анализируя ситуацию и данные, что вирус стал более агрессивным. Заболевание среди детского населения носит более тяжелый характер. В районе продолжают тем временем вакцинироваться. Сегодня обеспечен охват порядка 23 тысяч взрослого населения района. На начало учебного года все классы образовательных учреждений Нерынгринского района учатся в обычном режиме с учетом всех требований, необходимых для профилактики коронавирусной инфекции. Проведена работа по организации противоэпидемических мероприятий во всех образовательных учреждениях. Нами проведены обследования всех учебных заведений перед началом учебного года и проверена организация как раз противоэпидемического режима. Пока действуют все те требования, которые действовали и раньше. Это и организация утреннего фильтра, оборудование устройствами по обеззараживанию воздушной среды, использование кожных антисептиков и организация масочного режима среди работников пищеблоков на данных предприятиях и учреждениях образовательного сектора. Но в Алданском районе от коронавирусной инфекции привились около 16 тысяч человек. Сейчас даже идет процесс ревакцинации населения. Медучреждения получили очередную партию вакцины, 2000 доз Гамковид-Вак и 5000 доз Спутник Лайт. Под ревакцинацию в первую очередь попадают медицинские работники, сотрудники соцучреждений и члены участковых избирательных комиссий. Со следующей недели мы начнем активную кампанию по подготовке к эпидемическому сезону. И будет провакцинировано порядка 15 тысяч населения против гриппа. Заболеваемость у нас по новой коронавирусной инфекции, к сожалению, остается на высоком уровне. На сегодняшний день 146 человек находятся на амбулаторном лечении, в том числе 21 ребенок. В инфекционном отделении находится 26 человек, в том числе 1 ребенок. 3 человека находятся в тяжелом состоянии. Продолжаем итоги дня. В Якутске завершено асфальтирование 25 улиц по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего, согласно плану, дорожники должны заасфальтировать 38 улиц в столице протяженностью в 48 километров. Какие дороги уже готовы и сделаны, и когда завершатся все остальные работы, разбиралась наш корреспондент Ульяна Шагина. Улица Ивана Кульбертинова – участок, соединяющий район ДСК с птицефабрикой протяженностью более 2 километров. Здесь работы пока не завершены. Дорожники уложили второй слой асфальта, из 3 параллельно обустраивают пешеходную и велоинфраструктуру. Там у нас появится велопешеходная дорожка шириной 3 метра, освещение, ну и сама проезжая часть. Какие-то новые материалы, что-то такое вот использовалось в этом году? Мы с прошлого года применяем метод холодной регенерации. Это мы применяем на объектах пригорода. То есть этот метод он гораздо быстрее и по подсчетам она в разы дешевле. Подкорректируют и стык неаккуратного асфальта между Воинской и Кульбертинова. Сейчас это один из проблемных участков, на который жалуются многие автомобилисты. Дорожники пообещали, что после укладки второго крупного зернистого слоя асфальта толщиной 5 сантиметров будет все ровно. В этом же районе заасфальтировали улицы Студенческая и Нагорная. Здесь также появится освещение и автобусные карманы на остановках. Кроме того, дорожники расширили часть обочин. Работы остались по установке дорожных знаков и по автобусным карманам. Основная работа завершена.
По птицефабрике, все 90% завершены. Работа кипит и на Вилюйском круге, где реконструируют круговую развязку с увеличением внутреннего радиуса самого кольца. Для удобства водителей добавили правоповоротную полосу. Получается, мы закончили укладку первого, второго слоя. С 1 сентября начали класть третий слой асфальтобетонного покрытия. Ведутся работы по бордюрным камням. Выполнено более 90% укладки. Также ведутся у нас работы на велодорожке. То есть отсыпка ПГС подготавливаем уже под асфальт. Для велосипедистов это настоящий рай и одна из самых длинных велодорожек в Якутске, шириной более 3 метров. Она протянется от Вилюйского тракта и до самого строительного рынка. Несмотря на высокую загруженность участка, дорожники обещают закончить все в срок, но автолюбители уже успели оценить качество проделанных работ. Дорога ровная, понравилось. А вот по кругу ездили уже, да? Да, ездили. Удобно стало? Да, пошире сделали, можно без пробок, все лучше. Круговая шире стала и проезжать намного лучше. Вот открыли бы еще вот эту сторону, вообще было бы прекрасно. В этом году в столице заасфальтируют беспрецедентное количество дорог. В план вошло 38 улиц с протяженностью 48 километров, на которые из бюджетных средств выделено более 2 миллиардов рублей. Все строительно-ремонтные работы должны быть завершены к концу октября. Ульяна Шагина, Григорий Николаев, Якутск. В Мирном работники жилищно-коммунального хозяйства убрали кучу мусора и коробок на 4-м километре в районе дач, но нарушителей так и не нашли. 2 недели назад в редакцию прислали фото в районе дачи. Недобросовестные мирнинцы скинули кучу мусора. На фото есть и накладные. Подписчики посчитали, что сбросы сделали местные предприниматели. Свалку сейчас убирают, отходы вывозят. Пойманным нарушителям грозят крупные штрафы. Масштабные работы по сносу старых аварийных домов развернулись в Ленске. Всего в этом году в рамках федеральной программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья должны снести 6 многоквартирных деревянных домов. Репортаж Анны Кожевниковой. В этом 66-м квартале Ленска готовится площадка под строительство жилья в рамках программы переселения. По проекту тут появится 4 девятиэтажных жилых дома. Месяц назад по периметру территории появилось ограждение, а сегодня идет снос старых двухэтажных домов, которые стали участниками программы переселения этапа 2019 года. После работы тяжелой техники компании «Техносервис» от 2 и 3 подъездных жилых зданий не остается и щепки. Буквально трещит по швам последний подъезд жилого дома Мюйская, 1А. Казалось бы, ломать, не строить, но на разбор дома по срокам, предусмотренным контрактом, определено 22 рабочих дня для того, чтобы очистить площадь и отсыпать территорию для будущей застройки. Но опытная в этом вопросе компания, за плечами которой уже не один снесенный дом, с заданием справляется за несколько дней. Идем на опережение графика. Задействовали более 8 единиц техники. Это самосвалы, трактора, экскаваторы, люди, пилы. Как только территория будет освобождена от прежних застроек, на объект выйдет тяжелая техника другого предприятия – строительной компании «Три семерки». Получена квартирограмма по квартирам, которые требуются. В ближайшее время планируем запроектировать эти дома и в следующем году уже приступить к реализации для того, чтобы в 2023 году иметь возможность сдать. Уже через пару лет в районе улицы Нюйской появится новый современный микрорайон с развитой инфраструктурой. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. В Нерюнгринском районе обсудили вопросы по коренным малочисленным народам Севера, рассказывает Ирина Кичигина. По всей стране ведется работа по созданию единого реестра коренных малочисленных народов Севера. Это связано с реализацией изменений в федеральном законодательстве по учету лиц, относящихся к данной группе. Разъяснительную работу с населением министр провел в Иянгринском и Венкийском национальном наследии. С тем, чтобы в будущем, когда заработает федеральная система по предоставлению всех преференций, льгот, гарантий коренным малочисленным народам Севера, необходимо будет быть в данном списке. Поэтому мы будем разъяснять, как подавать заявление. Сегодня это можно сделать через
многофункциональные центры через мои документы, и подавать такие заявления, и включаться в этот список, и в будущем тогда они смогут получать все преференции. Кроме этого, на встрече обсудили вопросы функционирования территорий традиционного природопользования и ингринского наследия и деятельность промышленных компаний. Вот сегодня у нас ведется работа с недропользователями, с тем, чтобы они выполняли закон Республики Саха-Якутия об этнологической экспертизе и, соответственно, выплачивали убытки и ущерб, который наносится общинам коренных малочисленных народов Севера. Это одно из полномочий нашего министерства – организация проведения этнологической экспертизы. После обеда Михаил Погадаев посетил экспериментальную школу «Арктика», где назрел вопрос о необходимости строительства нового учебного корпуса, чтобы в дальнейшем школа стала межрегиональным центром образования для представителей коренных малочисленных народов Севера, арктических районов и регионов. И выразил надежду на перспективы развития этой школы. Сегодня мы встретили наших сородичей, почетных гостей из города Якутска. Мы с ними поделились радостной вестью о том, что наша школа открылась. Наши дети приехали для того, чтобы обучиться этот год очно. Мы этот год очень ждали. Нашим гостям мы показали в комнатах, в которых проживают наши дети. Также гости посетили наш школьный музей, который создан силами наших родителей и учеников. Дети поговорили с нашими гостями, поделились о том, как они провели летние каникулы. Ну, вообще, дети очень рады открытию школы. В будущем планируется проводить совещания по этнологической экспертизе с привлечением всех недропользователей, общин малочисленных коренных народов Севера и надзорных органов совместно с уполномоченным по правам малочисленных народов Севера Робек Константином Васильевичем. Ирина Кичигина, Захар Головин, Нерюнгри. Жители Якутии в последнее время спрашивают о начале охотничьего сезона. Напомним, 13 августа этого года глава региона Айсан Николаев издал указ об ограничении сезона охоты. Связано это было с введенным режимом ЧС регионального характера во время лесных пожаров. Как говорят сейчас сами охотники, в данное время пожары не такие сильные, можно было бы снять некоторые ограничения. Вопрос прокомментировали в Министерстве экологии. Пожарная обстановка более-менее улучшилась, но все равно в 4 районах класс пожарной опасности, 5-й класс пожарной опасности держится. Это Усьмайский район, Алданский, Амгинский и Томпонский районы. Вот мы сейчас работаем над тем, чтобы разрешить охоту в тех районах, где ЧС сняты. Торжественное республиканское мероприятие, приуроченное ко дню окончания Второй мировой войны, прошло в Якутске. В режиме онлайн к мероприятию подключились более 600 человек. Это учащиеся средних и высших учебных заведений, представители районов, молодежь республики. Почетными гостями стали ветераны и участники боевых действий. Они поделились личными воспоминаниями тех времен и дали наставления подрастающему поколению. Цель всего этого мероприятия, чтобы показать значимость победы Великой Отечественной войны и окончания Второй мировой войны. И самое главное, вот при живых участниках Великой Отечественной войны, чтобы молодое поколение знало, каким трудом и вообще какой потом и кровью было завоевано это мирное небо, и чтобы они чтили, помнили и не искажали историю Второй мировой войны. В музее и центре Хамуса народов мира в Якутске прошла пресс-конференция по вопросу использования национального инструмента при продаже алкогольной продукции. Так, на прошлой неделе среди якутских пользователей в Инстаграме разгорелся скандал. В продажу поступила алкогольная продукция под названием «Хамус». Каждая бутылка изделия сопровождается при этом QR-кодом, при наведении на который появляется девушка, играющая на хамусе. По мнению Минкультуры, подобного использования якутского культурного наследия недопустимо. В настоящее время стоит вопрос о том, чтобы присвоить игре на хамусе статус нематериального наследия. В этом году мы как раз первым проектом подали именно в Российский дом народного творчества «Хамус». Ну, не сам хамус, а музицирование на хамусе. И получили положительный ответ. Это является тоже, ну, если там полностью приказом она будет как бы опубликована, она будет защищена, это музицирование. Ну и в последующем уже будем смотреть над защитой самого названия инструмента и так далее.
От 200 рублей до 5000 именно столько примерно может стоить вязаная кукла, ведь ручная работа ценится всегда, но не всегда рукодельницы превращают свое увлечение в денежный промысел, говорят, что не хотят лишиться удовольствия от процесса. Наша коллега в Ленске Олеся Васева встретилась с мастерицами и узнала, как они совмещают приятное с полезным. Вот она мне сейчас кажется такой смешной, такой забавной. Вижу, конечно, все свои ошибки. Но вот сейчас вот пришла мысль, что надо обязательно повторить и связать сейчас вот еще такую сову, но уже более опытным взглядом, что ли. Опыт копится уже 5-й год. Столько лет назад Елена Саяпина отложила в сторону спицы, шарфы и шапочки и взялась за крючок и игрушки. Первую увидела в интернете и загорелась. Преодолев смущение, закупила подходящую пряжу. Взрослая, а собралась игрушки вязать. Сейчас это любимое хобби. Больше удовольствия, наверное, получаю, когда уже вижу готовое изделие и вижу реакцию на это изделие. Потому что чаще всего вижу игрушки, а игрушки чаще покупают дети. И когда ребенок видит ее, берет в руки, и вот эти вот эмоции, их сложно передать, потому что дети не умеют врать. Начиналось желание порадовать своих детей, а превратилось в дополнительный заработок. Лена охотно берется за заказы. Игрушка в среднем стоит 1200 рублей. Сама же работа в удовольствие. Не зря каждую лишнюю минутку мама 2 детей и хозяйка большого дома тратит на вязание. Не пожалеет и совета для начинающих. Как говорят опытные рукодельницы, начинать вязать куклы лучше полухлопковой нитью. Так лучше видно ряды. А вот такую модную плюшевую лучше оставить на потом, когда наберешься побольше опыта. Чтобы подобраться к сложной плюшевой пряже, 13-летней Ксюше Ивановой хватило полгода. Девочка начала вязать этой зимой и так увлеклась, что не заметила, как начали поступать первые заказы. Мама вязала спицами, у меня спицами не очень получилось, я решила вязать крючком. Вязала сначала просто одежду для игрушек, а потом решила связать саму игрушку, у меня получилось. Я подарила ее на Новый год подруге. Я начинала сначала с шерстяной пряжи, потом плюшевая и полухлопок. Все игрушки Ксении уникального дизайна. Не пользуются ни схемами, ни мастер-классами. Вяжет, что называется, на глаз. Мама такое увлечение только поощряет. Помогает с ведением странички в Инстаграме. Рада, что дочь сама может зарабатывать на карманные расходы. Суммы почти символические. 300 рублей за вот такую погремушку. При этом кукла для сестры, судя по сайтам рукоделия, вполне могла бы потянуть 1000 на 3. Но у ленских рукодельниц одна схожая черта. Удовольствие от вязания они ставят выше заработка. Олеся Васева, Анастасия Белокреницкая, телеканал «Алмазный край». Мирнинский театр готовится к новому сезону. Откроют его 17 сентября. Артисты готовят для зрителей новое шоу. Одни играют на гитаре, барабанах и синтезаторе, другие разыгрывают сценки. В общем, репетируют не просто спектакль, а многоквартирный кино-видео музыкальный концерт. Есть такое понятие, как квартирник, когда собираются друзья, не обязательно друзья, знакомые, и в рамках маленькой квартиры проводят какое-то мероприятие. И так как у нас не совсем маленькая квартира, а огромный зал, мы назвали его многоквартирник, и мы также будем ждать наших постоянных друзей, гостей, и постараемся их развеселить, подарить какие-то приятные эмоции, впечатления. В течение сезона в театре планируют приглашать режиссеров из других городов. Елизавета Бондарь представит авторскую постановку по историям жителя Мирного. Иван Комаров привезет спектакль по мотивам киносценариев Квентина Тарантино. А режиссер Мирнинского театра представит в октябре подростковый проект на тему буллинга и травли в школе. В предстоящем сезоне обновят декорации и костюмы. Их помогли закупить компания «Алроса» и администрация Мирнинского района. Также артистов ждут гастроли. В Хабаровск поедут на фестиваль дальневосточных театров, а в Екатеринбурге покажут спектакль «Твой путь», а в ноябре отправятся в Красноярск с постановкой «Разбойники». Таковы итоги дня сегодня. Смотрите телеканал Якутия-24. Будьте всегда в курсе.